Давай начну я. Потому что, ты всегда я начинаю. Да, потому что наибольшее впечатление ты на меня произвела, чем я на тебя. Мне так кажется. Мы никогда не ссоримся. У нас бывают интересные выяснения, детальные какие-то. Ну, бывают такие случаи в жизненной ситуации, когда, но они не касаются нас. Это опосредованные моменты. Я приехала когда сюда, моя свекровь вывела меня на кухню и говорит: Леночка, вот это твоя кухня, вот что хочешь, то и делай. Ну, скажите мне, ну какая свекровь еще может такое сказать молодой невестке, да? И я делала, я хотела делать. Рубилась. Бабуля меня научила сахараченто делать, а сахараченто — это любимые пироги моего мужа. Ну как же я не буду делать сахараченто? Конечно. И не только в воскресенье это. или в субботу И не только 9 это. пирогов на неделю. Это, спечет, вы понимаете, все. я с такой радостью мешки это муки все здесь делала, у нас в коридоре. потому что я хотела это делать. Нужно хотеть это делать. И тогда тебе все будет счастье, все. Счастливый брак – это система компромиссов. Искусство компромиссов. Это большая ежедневная работа, ежедневная. И если молодые люди готовы, знаете, это зря говорится, что счастливым нужно родиться. Нужно просто, чтобы сердце не устало над счастьем трудиться. Чтобы сердце не стало ленивым, спесивым, чтобы за каждую малость оно говорило спасибо, спасибо, спасибо. Вот если человек готов ежедневно трудиться над счастьем, чтобы оно было, тогда оно и будет. А если человеку лень трудиться, то ничего и не будет. Вот и все. Давай начну я. Потому что наибольшее впечатление ты на меня произвела, чем я на тебя. Мне так кажется. Я как второкурсник уже, то есть на втором курсе учился в консерватории. Тогда это назывался Ростовский музыкально-педагогический институт. И первый курс я успешно закончил, отдохнул. Ну, я уже понимал, что можно в сентябре, вот надо же в колхоз обязательно всех посылают. Ну, я уже второй курс, пусть пока первый поедет, я могу на 2-3 дня и опоздать. Откуда я знал, что я опоздаю увидеться со своей будущей супругой на эти несколько дней? Я опоздал, приехал. Я даже не помню, что мы там собирали. Что там собирать, если я увидел девушку, в которую влюбился? Какие сборы, какие овощи, какие фрукты? Меня это уже ничего не интересовало. Поэтому... Ты неправильно все рассказываешь. Давай я лучше расскажу. Ты не лучше расскажешь. Я лучше расскажу. В общем, дело было так. Через 2 года будет 50 лет, как мы знаем друг друга. Вы представляете? Это же целая жизнь. Нас всех, студентов, в летнее время посылали на сельхозработы, в колхоз. Сейчас этого нет. А тогда это было совершенно обыкновенно. Это было обыкновенно, и все студенты очень приходили 31 августа на сбор, и когда объявляли, что завтра все едут в колхоз, это были большие радости, празднования, и хлопки, и прыжки до потолка. Еще месяц каникул. Конечно, нет, но мы работали там. Я не помню, что мы тогда собирали. Мы то яблоки собирали, кто-то виноград осенний собирал, кто-то перебирал кукурузу. Ну, какие-то были работы, и, конечно, студенты помогали. Но посылать скрипачей, пианистов на вот такую вот работу, это, понимаете, это было очень как бы, ну, я считаю, что неправильно. Хотя тогда нам казалось, что это правильно, и все нормально, и все хорошо. И мы все студенты из старших курсов, и младших курсов, мы все это расценивали как прибавление к каникулам. И мы все с радостью поехали в колхоз. И да, действительно, это было помещение школы, спортивный зал школы. Там стояло 100 кроватей для нас. Ну, условия какие были? А нас условия совершенно никак не лимитировали. Умывальник на улице и все. Да, все было на улице, и все. Ну, для нас это было нормально. Мы были готовы к любым условиям. Для нас не важны были условия жизни.
Понимаете, такие вот, как сейчас, например. И так получилось, что действительно мы все поехали 1 сентября в колхоз, а маэстро Николай Кобоев задержался дома во Владикавказе. И потом с любимой бабушкой, да, с мамой, с бабушкой. С любимыми друзьями, И потом которые он... учились здесь, в вузах к тому времени. Да. Ну как так И пусть потом, расстаться? когда он приехал, это была, значит, Ростовская область, это Ростовская консерватория была, Ростовская область, колхоз находился далеко от Ростова. Нужно было ехать 3, наверное, несколько часов на автобусе, чтобы добраться до этого колхоза. Вот. А мы уже там обзавелись новыми подружками, потому что я поступила на 1 курс, он-то уже на 2 учился. Дело в том, что на курсе в основном это были девчонки, мальчиков было очень мало. Очень мало. У него на курсе было, допустим, 35 девочек и 2 мальчика. Вот. У нас тоже было 3 или 4 мальчика. Естественно, вы сами понимаете, какая широкая палитра Да. чувств переполняла девочек, глядя на этих 2 мальчиков. Да. Конечно, Николай Кобоев был любимцем не только своего курса, но и старших курсов. В общем, он пользовался, конечно, большим успехом. Он был необыкновенный, он был в образе хиппи, у него были длинные волосы до плеч, которые он с гордостью носил. У него была одежда очень такая попсовая такая, у него были какие-то сапоги какие-то, казаки, или как они назывались, я не знаю. У него Крупный были, рубчик, у него были какие-то говорить. необыкновенные рубашки, но самое примечательное, Да. у него была жилетка из шкуры козленка, которую шила ему бабуля, потому что это было тепло, он носил ее мехом наружу, вот, и заходил вот в этой шкуре козлиной, он заходил с бородой, с волосами, ну, викинг просто настоящий, он, конечно, производил на всех впечатление. А кинжал в сапоге. Да. Кроме меня. На меня он не произвел впечатления, потому что у меня вообще, ну, нам было 20 лет. Я уже была взрослой барышней. И у меня, конечно, был жених, молодой человек. Можно даже сказать, засватанная я была невеста. И настолько, что даже вот я была знакома с родителями моего будущего жениха. Поэтому приезд Николая Кобоева в колхоз для меня не был таким событием, каковым он был для всех тех девочек, которые при виде его соскакивали со своих мест, бросились к нему обнимать, целовать и говорят: Коленька, Коленька, ты приехал, все, а Коленька Было как, дело, да. как султан в гареме, так всех своих курочек обласкивал так. Все было очень И, значит, Николай прилично и Кобоев спрашивает: пристойно. ну, никогда. показывайте, какая тут из новеньких самая хорошая девочка. И они показали Было так. меня. Было такое. То есть я здесь ни при чем, как бы. На меня Они показали. Они показали А мне меня. показали, я вперед, пошли знакомиться. И мы познакомились в колхозе. И, может быть, как-то неуместно об этом говорить или нескромно, я не знаю. Но то, что произошло после нашего знакомства, я просто вам скажу, что я безумно влюбилась, безумно. Я не знала, как он мне ответит на мои страсти и чувства, потому что меня крышу снесло. Я просто вот влюбилась. И это настолько было сильное чувство. И самое главное, я понимала, что будущего у этого чувства нет, потому что мне надо было возвращаться, мне надо было идти к своему жениху, который для меня вообще потерял всякий смысл на фоне Николая Кобоева. И мне было страшно, и мне было чудесно. Хотя он был перспективный у тебя. Да. Уже да, чуть ли он был аспирант, уже математик, был. он был взрослый человек, старше меня. Его родители мечтали, чтобы я вошла в их семью, потому что
Ну, я была... Хватит о нем, Да. достаточно. Я ревную до сих пор. Ну, в общем, короче говоря, это был месяц работы в колхозе, это был месяц совершенно потрясающий по чувствам, по накалу страстей, и еще более подогревало то, что мы приедем из колхоза, и все это закончится. Как потом оказалось, Николай, мы потом много об этом говорили, он испытывал такие же чувства. И вот это вот просто лихорадило, и это было просто, вы понимаете, как электрический ток какой-то. Прошло уже больше 40 лет, и до сих пор эти чувства, эти ощущения я помню, я их помню, понимаете? Ну что, это самый лучший, наверное, период в жизни вот нас с тобой, когда мы познавали друг друга. И познавали не только своими душевными качествами, но мы и открывали внутренний мир друг друга. Потому что вот ты очень много мне рассказала. Я читал совсем другие книги, ты читала другие книги. И то, что ты мне рассказывала, подсказывала, я после этого какой-то другой мир для себя открыл. И это было очень важно для меня, потому что я и другую музыку я начал по-другому воспринимать. Да, вот отсюда поподробнее. Николай Кобоев был страстным поклонником рок-музыки. И он играл на гитаре, и он пел и играл то, что он любил. Это был репертуар, как сейчас говорят, тяжелый рок, но тогда таких понятий не было. Ну, рок и все. И он пытался мне, так сказать, меня ввести в этот мир рока, пытался мне рассказать, как это прекрасно и как это замечательно. Но дело в том, что я, как сказать, живя в семье своих родителей, я слушала совершенно другую музыку. Мои помимо родители, той, которой мы занимались, да, мы классикой музыкой. оба занимались, мы оба пианисты академические. Дело в том, что мои родители, они не были музыкантами. Ни мама, ни папа. Мама была врачом, а папа был инженером-электриком. Но они в оба... 30-е годы было но в то время все дети занимались музыкой. Все дети. И мои родители тоже. Мама училась в музыкальной школе, она была скрипачка, а папа великолепно играл на фортепиано. И он был счастлив, потому что он понимал, что я таки, да, я буду профессиональной пианисткой. Он был счастлив. И сам он прекрасно играл. Но что он играл? Он играл музыку, которая была популярна в его молодые годы. Это были первые звуковые фильмы, которые появились на экранах Это, Советского конечно, был Союза. Дунаевский, все его песни, все, и первые вся джойстики музыка, да. джаза. Это были грамм-пластинки, я их помню, настоящие грамм-пластинки, бьющиеся, тогда виниловых не было. И он играл все то, что было на этих пластинках, и все танцы, и вальсы, и бастоны, и тустепы, и какие-то неведомые мне совершенно музыки, я их помню. Это было творчество певиц, вот Изабеллы Юрьева. Но все это называлось танцами. Так, чтобы... Ну, тогда не было еще понятия об авторских правах там, и так далее, но чтобы не заподозрили в прозападных настроениях, писали, брали произведение какое-нибудь известное, которое раскручено в Америке, называли его другим именем, да, и исполняли, и не писали автора. Ну, я к чему все это говорю, что я слушала совершенно другую музыку. И поэтому для она меня, была да, все-таки она была богаче гармониями, она была вкуснее, она была ритмичнее, она была интереснее вообще-то. Ну, чем любой рок, да. И поэтому мне казалось странным, что он так упивается вот этими 3 аккордами, которые в роке фигурировали. Ну, я как бы молчала, ну, давала ему тоже послушать, а вот это послушай, вот это. Потом я это все тоже играла, меня папа научил, я все это играла. И вот так вот постепенно шло взаимопроникновение 2 музыкальных культур. Ну, победил, конечно, джаз. Я не хочу сказать, что Николай отрицает рок-культуру, нет. Все имеет право на существование, все. Но склонность к более, как сказать, демократичному, элитному, красивому, вкусному и замечательному жанру. Более серьезному. Да, это произошло вот именно в момент того, как мы знакомились друг с другом и продолжали вот все это что узнавать. делает любовь да. с человеком. Вот.
окончил консерваторию. Уже надо было как-то определяться. И у нас, конечно, были большие опасения возможности жить вместе. Почему? Осетия? Ну, скажем прямо, нет. Вначале, скажем, мои родители были не в восторге от моего выбора. Уезжать? Ну куда Потому уезжать? что они понимали, что я уеду далеко. Доченьку, Да. как? В суровые края, в горы? Здесь вообще мнение такое бытовало, что это кого-то там он сюда привезет, что тут мало невест. Только еще, да. Хочу Кого жениться. еще? Да? Вот поэтому у нас, конечно, с Николаем был такой момент, мы боялись. Мы боялись, что нам не разрешат быть вместе. Но, на мое счастье, у Коли была такая мама и была такая бабушка. Это две женщины, которые его вырастили, собственно говоря. Причем вырастили, да, он получил женское воспитание, но он вырос настоящим мужчиной. Понимаете, без всяких вредных привычек мужских, какие обычно бывают. И вот на мое счастье эти две женщины, которые безумно его любили, как только может любить бабушка внука, и как может любить мама единственного сына. Вот они настолько его любили, что они сказали, если наш мальчик сделал выбор, то мы этот выбор принимаем. Не каждая мама способна так себя повести. Но это не только для Осетии характерно, это вообще во всем мире. Каждая мама считает, что ее мальчик достоин королевы, как минимум, ну, принцессы, может быть, ну, чистой крови, только вот невиданной. И невиданной красоты. Да даже дело не в этом. Мамы, которые растят единственного сына, они так говорят, никакая женщина не будет тебя любить так, как люблю тебя я. Вот это большая ошибка. Но я что еще хочу подчеркнуть, что моя свекровь, она всегда относилась ко мне как к дочери. Всегда. Мы жили вместе. Мы прожили вместе 36 лет. Больше, чем я прожила со своей родной мамой. И всегда моя свекровь всей своей родне говорила, Лена моя дочь, она не невестка моя, она моя дочь. И относилась ко мне как к дочери. Она поняла, что я именно тот человек, который вольется в семью, и со мной не будет никаких проблем. Что я не буду себя вести, как не подобает невестке, и что я буду все делать так, что я буду слушаться. И я слушалась. И я пришла то есть не сюда. все сразу принимала? Нет. Почему? Ну, мне было как бы... Я была счастлива, что я была со своим любимым. Мне было все равно, честно говоря, куда ехать. Сказал бы, поехали в Хабаровск, я бы поехала в Хабаровск. Мне было все равно. Главное, что мы были Там вместе. холодно. Главное, что мы были вместе, и для меня это было просто счастьем. И я ехала, я не знала, куда я еду. Да мне было все равно, куда. Вот я ехала, и я знала, что все Да, будет была хорошо. такая поговорка: с милым рай в шалаше, если милый аташе. Ну, у нас запросов не было таких. И я приехала когда сюда, моя свекровь вывела меня на кухню и говорит, Леночка, вот это твоя кухня, вот что хочешь, то и делай. Ну, скажите мне, ну какая свекровь еще может такое сказать молодой невестке, да? И я делала, я хотела делать. Рубилась. Бабуля меня научила сахараченто делать, а сахараченто это любимые пироги моего мужа. Ну как же я не буду делать сахараченто? Конечно. И не только В воскресенье или в субботу И не только 9 это. пирогов на неделю. Это, спечет, вы понимаете, всё. я с такой радостью Мешки это всё муки здесь делала, у нас в коридоре. потому что я хотела это делать. Нужно хотеть это делать. И тогда тебе все будет счастье, все. Она была настолько мудрой женщиной, мы ей рассказывали абсолютно все. Вот вечером мы приходим с работы, у нас какие-то проблемы, мы работаем вместе в училище искусств. Да. Мы уходим на работу Учителя. вместе, мы там вместе, мы приходим с работы, у нас какие-то проблемы, становление, у нас новое дело, мы любим свое дело. И мы приходим, мы садимся за наш круглый стол большой, и мы рассказываем, что у нас было. И она говорит, вот это надо так сделать, а вот это не так. Слушайте меня, я знаю, как лучше. И мы делали, как она говорила, и оказывалось, что да, она знала, как лучше. Опыт и умение правильно выстроить
Блестящее образование. Она же в свое время, во время войны закончила в ГИК. Это в Москве Всесоюзный государственный институт Она кинематографии. первая женщина, которая... Сейчас это продюсеры называются, она директор фильмов. Директор картины, да. Экономический, да. Вы понимаете? Она высокообразованный человек была. Она виртуозно владела и русским языком, и осетинским. Она работала на телевидении, она была главным редактором музыкальных программ какое-то время. Она его создала, эту передачу. Она была в свое время работала в Министерстве культуры начальником планового отдела. То есть вы понимаете, какой это был человек? Декада 60-го года, это ее... Это через ее руками, ее мозгами просчитана все, каждая копейка, потраченная на этой декаде. Она творческий человек, она писала великолепно. Ну, то есть она была просто звездой, ее все знали. Она потом была долгие годы художественным руководителем госансамбля «Алан». Она вывела «Алан» на международную арену. Понимаете? Да, она с «Аланом» объездила Европу всю, и в Арабских Эмиратах была. И вы понимаете, что это за человек был? Она была очень суровая, у нее характер был такой, сказала, как отрезала. Судьба вот так вот одарила нас жизнью с таким человеком, вы понимаете, это же все не просто так. Ну и, конечно, я старалась. Никогда она меня не обидела, никогда у нас не было никогда. Вы знаете почему? Потому что мы, в принципе, люди, вот и ваша семья, и наша семья, мы одного достатка. Как говорила моя бабушка, что Боже упаси вас быть богатыми и быть бедными. Сава Бахижет Магуреем. И вот в этой мудрости, наверное, было то, что мы не скупились тратиться на что? На отдых летний. Зарплаты были очень маленькие, но я помню с детства, что мама меня всегда вывозила на море, каждый год. То же самое было в моей семье. И мы, если что-то мы копили, мы не приобретали каких-то ценностей, вот так, вещизма у нас не было. Многие процессы какие-то слишком поздно начались в моей жизни, и я много упустил, можно было сделать гораздо больше. Но зато я очень хорошо помню момент, когда в нашу жизнь пришел высокоскоростной интернет. Ну, я уж думала, что к 50 годам я уж как-нибудь, повидала, что-то узнала, все. И вдруг такое, открылся мир, и мы сидели до 3 часов ночи, и что мы слушали? Мы слушали концерты музыкантов, которые в молодости мы не увидели. Это была вторая молодость, вы понимаете? Мы посмотрели то, о чем мы мечтали. Тогда же был железный занавес, мы не слышали ни Rolling Stones, ничего, ни Beatles. Понимаете? Мы слышали, но мы не видели никогда. Мы украдкой где-то там какими-то способами находили, конечно, моменты, чтобы слушать, но мы этого не видели ничего. И вот мы уже в почтенном возрасте все это начали смотреть, видеть и наслаждаться этой музыкой. Видео. Окей. Оби. Вот надо отбивать оркестр. Мы никогда не ссоримся. У нас бывают интересные выяснения, детальные какие-то. Бывают такие случаи в жизненной ситуации, но они не касаются нас. Это опосредованные моменты. Расстроиться друг на друга, обидеться. У нас не было этого. Надеюсь, я даже не представляю, как я могу на тебя обидеться и за что. Значит, если я на тебя не обижаюсь, наверное, я тебя люблю.
Вы знаете, когда я была маленькой девочкой, я как-то папе своему сказала: папа, для меня самое ценное в мужчине – это чувство юмора. Мой папа был очень удивлен. Вот Николай обладает таким чувством юмора, которое любую шероховатость, любой назревающий конфликт может обратить в шутку. Вот если я уже смеюсь, все, мне уже не хочется не выяснять ничего. Ну, это вот так вот, по большому счету. А вообще, жизнь долгая, и в жизни бывает всякое. И я всегда говорю своим приятелям и студентам, может быть, жестко я говорю, но это правда. Вот ты обижаешься на своего мужа. Вот он такой, он вот это не так делает, он вот это делает. И вообще, вот он мне надоел. Ты жестко а я говорю, вот. Да, а вот теперь представь, что он умер и лежит в гробу. И ты стоишь рядом, и он уже тебе ничего не ответит. И ты плачешь, и ты себе говоришь, какая я дура. Лучше бы он делал и это, но был бы жив. Вот так вот я говорю. Это жестко, но это правда. Жестко. Но это правда. Потому что... Но они сразу понимают. Да, когда человек... Молодые когда не ты понимают, живешь с человеком... что такое счастье. Они еще не напились этим воздухом, этим вот, ощущением. Альбина, а вот подумайте, есть ведь такие случаи, когда супруги живут молодые, и вдруг один из супругов умирает. И второй остается и смотрит на этих, которые разводятся через год после свадьбы, и думает, что им надо. Когда оба живы, оба здоровы, что им надо, почему они разводятся, почему? Вот все надо соизмерять как-то друг с другом, с жизнью. Если бы каждый молодой человек, парень, девушка, обретая семейные узы брака, понимал, что у тебя уже, если хочешь, есть какой-то люфт, да, можно развестись, разойтись, все, но для чего ты, если ты любил свою девушку или девушка любила свою, и вы любили друг друга, для чего вам расставаться? И какие такие жизненные невзгоды, ситуации, коллизии могут повернуть так вашу жизнь, что вы диаметрально расходитесь? Какие люди, какие отношения, какие, может быть, опосредованные через что-то отношения. Это все неправильно. И я думаю, я, к сожалению, узнал, что даже те люди, которые венчались в церкви, тоже и те расходятся. Это вообще непонятно. Это против, как говорится, у тебя и веры, значит, нету, у тебя... веры, значит, естественно, у тебя и любви нету. Значит, у тебя и никакой надежды быть не может. Вера, надежда, любовь. Тебе, если одно хотя бы что-то покидает, то все начинает ломаться. Знаете, поэтому мы придерживаемся того. Та влюбленность, которая бывает в молодом возрасте, она проходит. Но для меня самый любимый человек на сегодняшний день – это моя супруга Лена. И у меня есть дочь, у меня есть 2 любимейших внук и внучка. Я их очень люблю. Я очень люблю своих родственников, своего брата, его детей. Это другое. Это голос крови, может быть, я не знаю, но ощущение, что это это твои родные. А Лена – это я. Вот я не представляю себе жизнь без нее. Ну, просто. Вы знаете, на самом деле рецептов счастья нет. Нет. Каждая семья, в каждой семье свое. Мне просто кажется, что нужно просто быть внимательным друг к другу. Вот и все. Вот. Счастливый брак – это система компромиссов. Искусство компромиссов. Это большая ежедневная работа, ежедневная. И если молодые люди готовы, знаете, это зря говорится, что счастливым нужно родиться. Нужно просто, чтобы сердце не устало над счастьем трудиться. Чтобы сердце не стало ленивым, спесивым, чтобы за каждую малость оно говорило спасибо, спасибо, спасибо. Вот если человек готов ежедневно трудиться над счастьем, чтобы оно было, тогда оно и будет.
А если человеку лень трудиться, то ничего и не будет. Вот и все.